Один сатирик утверждал, что Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. Есть подозрение, что и с настоящим у нас не все ясно. Вот и социологи в который раз подтверждают. Мы не знаем, что празднуем. Более того, мы не знаем, когда мы это празднуем. Ясно лишь одно – это первый летний выпуск программы «Новости Нерюнгринской ГРЭС». Ну а все малопонятные праздники мы отмечаем 12 июня. Независимости России 14 лет. Национальному празднику Якутии Исаах значительно больше. День Нерюнгринского района вообще праздник свежеиспеченный. Но все три отмечали в один день и с широким размахом. Специально для проведения массового гуляния на берегу Чульмана в старом городе был сооружен обрядовый комплекс. Обстановка располагала к тому, чтобы якутский национальный праздник затмил другие два. А может быть, в свое взяли вековые традиции. Старый праздник лучше новых двух. Применительно к нашему лету погода, можно сказать, была отличная. А началось все красочным парадом предприятий и организаций. Шествие возглавлял, разумеется, глава Нерюнгринского района с почетными гостями. Колонна энергетиков на общем фоне выглядела весьма внушительно, а их шатер был, пожалуй, самым оригинальным. Ошибается тот, кто думает, что футбольный сезон начался вчера. Когда в Португалии только заканчивались подготовительные работы к Евро-2004, на стадионе спорткомплекса «Богатырь» уже вовсю кипели нешуточные страсти. Когда-то традиции детского футбола в нашем городе были настолько сильны, что соревнования такого плана проводились с завидной регулярностью. И об этом наверняка помнят ветераны спорта. А вот сегодняшним мальчишкам, в свое удовольствие гоняющим мяч во дворах, наверняка тоже хотелось бы испытать себя в игре с неслабым противником и на серьезном поле. В июне прошлого года, то есть спустя 15 лет, детско-юношеский турнир по футболу на приз «Кожаный мяч» вновь собрал более 20 команд. Идея возродить соревнования появилась у директора Нерюнгринской ГРЭС и, отметим, большого поклонника спорта Олега Тарасова. Опять-таки при участии станции, администрации города Якутугля «Кожаный мяч» прошел и в этом году. 31 мая состоялось открытие турнира. И целую неделю юные футболисты радовали своей игрой, надеемся, что все-таки радовали, болельщиков и тренеров. Погода, как всегда, спорту не содействовала. Впрочем, холод и порывистый ветер едва ли подпортили проведение долгожданного турнира, в котором приняли участие 14 команд, а это около 200 ребят. Поздравляю всех вас с окончанием нашего турнира. Прежде всего, конечно, тех, кто победил, те, кому не удалось победить, не расстраивайтесь, у вас все еще впереди. Самое главное, мы организовались, и этот турнир будет уже традиционным. В общем, «Кожаный мяч» 2004 года состоялся, как и обещал Олег Тарасов год назад. Директор сказал, директор сделал. 240 миллионов жителей Земли играют в футбол. 5 миллионов судей обслуживают матчи. Это самый популярный вид спорта на планете. Но мы не будем торопить события и делать из футбола культа, а из Ярцева козла отпущения. Вспомним былые славные победы. Иногда лучший футбол – это хоккей. 26 мая ледяной корт хоккейного клуба «Энергия» при Нерюнгринской ГРЭС в поселке Серебряный Бор в очередной раз принимал юных спортсменов. Хоккейные баталии на площадке энергетиков проводятся давно и регулярно, но последние соревнования принципиально отличались от предыдущих. Впервые была представлена такая география команд. Ангарск, Чита, Тында, Уссурийск, Серебряный Бор. Турнир впервые проводился на приз президента Якутии Вячеслава Штырова. И еще, впервые в Нерюнгри в хоккей играют в конце мая. Это стало возможным благодаря установке искусственного льда, второго в Якутии. Финансирование проводилось непосредственно Вячеславом Анатольевичем Штыровым, а все строительные, монтажные и наладочные работы осуществили специалисты НГРЭС. Хоккей в Серебряном Бору зародился еще в 1977 году, имеет сильные традиции и громкие победы. Поэтому столь нужный подарок воспитанники клуба «Энергия» заслужили. К слову, из всех приехавших на турнир команд ни одна не имеет искусственного льда. Подробнее о турнире. Была проделана большая подготовительная работа. Достаточно отметить, что непосредственно возле корта для проживания спортсменов была построена комфортабельная гостиница на 40 мест. Соревновались юные хоккеисты двух возрастных групп – 90-94 года рождения и 95-96 года рождения. Девчонок и мальчишек тренируют очень квалифицированные
титулованные наставники – Мизинов Владимир, Вышеславцев Михаил, Асеев Константин и Литвинцев Александр. Их воспитанники не раз побеждали на республиканских, региональных, российских и международных соревнованиях. И на этот раз все первые места у «Энергии». Особенно отличились Гильмуддинов Миша, Казакова Женя, Раменский Дима, Рекиш Ваня, Жулидов Женя. В конце турнира награждение, вручение призов и подарков, напутственные речи. Удивительная вещь. В конце мая мы еще играем в хоккей, и дети, наши дети, выигрывают такое зональное соревнование, в котором участвует и Дальний Восток, и Хабаровск, и Чита. Это очень радостно и хорошо. Теперь у детей появилась реальная возможность заниматься хоккеем до конца июня. И уже в августе мы опять будем восстанавливать эту работу. Президент Федерации хоккея города Нерюнгри, директор НГРЭС Олег Тарасов пообещал, что уже осенью подобный турнир состоится вновь. А сами хоккеисты клуба «Энергия» уже с 1 августа смогут возобновить ледовые тренировки. Возможно, к этому времени решится вопрос с приобретением специальной заливочной машины. И тогда качество льда, а значит и качество игры, безусловно, вырастет. Будем надеяться, что в недалеком будущем на льду Серебряного Бора пройдут и международные турниры. Условия для этого сегодня есть. А мораль той басни такова. Пока мы страстно болеем за наших в Португалии, администрация ГРЭС дальновидно помогает нашим ребятам здесь, играющим в хоккей совсем по-взрослому. Может быть, через несколько лет именно они докажут, что не только в области балета мы впереди планеты всей. Это была программа «Новости Нерюнгринской ГРЭС». Хороших вам новостей!